Ученые доказали, что дети улыбаются в день примерно 300-400 раз. А что касается взрослых, так это число около 15-20 раз в сутки. Между прочим, существует целая наука, которая называется геотология. Ученые также доказали, что если вы будете улыбаться через силу, это все равно поднимет вам настроение. Сегодня мы решили узнать у наших бишкекчан, почему они не улыбаются и что сделать для того, чтобы быть более позитивными. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как часто вы улыбаетесь? Часто. А с чем это связано? С наличием смысла жизни. Как часто вы улыбаетесь? Ну, каждую минуту. Каждый день. Каждый день, да. Ну, стараюсь почаще, потому что жизни, как говорится, надо радоваться, и радуясь жизни, всегда надо улыбаться, я считаю так. Ну, я стараюсь, конечно, улыбаться. Счастье, когда внутри счастье, тогда и на лице радость. Ну, довольно-таки часто. В обществе очень много. С друзьями, чаще всего, когда я одна, я мало улыбаюсь. Ну, я улыбаюсь настолько, насколько позволяет мне мой возраст, мой внешний вид улыбаться, конечно, почаще. Даже я когда не улыбаюсь, я всегда в радостном настроении, поверьте. А с чем это связано? Это связано с тем, что я пересмотрела свой взгляд на жизнь. Наше умение улыбаться, возможно, пришло к нам от далеких предков, не умевших говорить. Большинство людей воспринимают улыбающихся как более заслуживающих доверия. В американском, английском, немецком коммуникативном поведении улыбка – это прежде всего сигнал вежливости, поэтому она обязательна при приветствии. В Китае есть поговорка «Кто не может улыбаться, тот не сможет открыть лавку». В религиях Востока улыбка часто указывала на достижение просветления. А как вы думаете, почему тогда люди у нас в стране не улыбаются? Да, часто видно, что не улыбается. Ну, народ, к сожалению, загружен выживанием. Все у нас в таком настрое выживания, все думают о том, как же, где же, что же. Ну, иногда улыбается народ все-таки у нас теплые люди все-таки. Побывав в некоторых других странах, я вижу. Не знаю, может, они натворили что-то с жизнью, или же жизнь подставила им подножку, и они упали лицом в грязь. У вас по литературе 5, да, наверное, было? Да, спасибо большое. Ну, наверное, нагрузка на людей. Надо чаще отдыхать. А окружающая обстановка влияет на то, улыбаемся мы или нет? Ну, да, конечно. Когда я вспоминаю свой район, у меня такие отвращения с ним, я очень хочу переехать. И мы скоро переезжаем, и я очень рада этому. Это человек должен сам делать себя счастливым и улыбаться. Атмосфера, мне кажется, нет. Есть люди, которые заражают человека негативным своим настроением, и из-за этого человек не может, да, улыбаться, выразить свои нормальные эмоции. А если у человека все нормально и все супер, я думаю, что он всегда будет улыбаться и радоваться жизни. А как вы думаете, окружающая обстановка влияет на наше настроение? Да, Например, конечно. город, влияет. улицы? Да, конечно, влияет, потому что если, например, придешь в место такое приятное, в котором создается настроение, я думаю, любой человек будет улыбаться и будет позитивное настроение, позитива будет, наверное, столько, что на всех хватит. Работа, погода, личные проблемы. Очень мало причин улыбаться, просто так. А у вас много причин улыбаться просто так? Да. А какие нужны причины, чтобы просто улыбаться и радоваться жизни? Ну, наверное, просто нужно понять, что у тебя есть. У меня есть родители, они здоровы, у меня много друзей, они очень хорошие у меня друзья, я очень ценю своих друзей. В школе проблем нет, серьезных проблем нет. Так почему бы не порадоваться? Но вы еще настолько молоды, что у вас не должно вообще вопроса возникать, улыбаться или нет. Вы вообще больше вы не должны грустить с вашей-то молодостью. Пусть пересмотрят свой взгляд на жизнь. Жизнь заключается не только в том, чтобы что-то потребить, быть сытым, одетым или так далее, а хотя бы только в том, что ты уже здесь. Улыбка всегда нужна. А как вы думаете, почему у нас люди редко улыбаются? Потому что им некогда, сейчас такое время, все спешат, потому что техника, компьютеры, автоматы, нет, он шутит, вот, автоматы, телефоны, им некогда улыбаться, потому что у нас техника большая. Раньше не было такой техники, поэтому люди улыбались, а сейчас все в своих сотках сидят.
Улыбка укрепляет не только психическое, но и физическое здоровье человека, потому что когда мы улыбаемся, все тело становится более расслабленным, что полезно для организма в целом. Учеными доказано, что улыбка уменьшает стресс и снимает боль. При улыбке работают от 5 до 53 лицевых мышц. Женщины улыбаются намного чаще, чем мужчины. В ходе исследования было установлено, что 70% мужчин нашли привлекательными именно тех женщин, кто улыбался, а не тех, на ком лежал модный макияж. Улыбка тренирует легкие, качает пресс, оздоравливает сердце, а также помогает похудеть. Скажите, пожалуйста, а как можно повлиять на то, чтобы люди улыбались? О, ну это глубокий вопрос. Это идет изнутри. Это когда радость внутри есть, оно будет выливаться обязательно. А заставить человека невозможно. Знаете, вот говорят, что на Западе, например, люди более позитивные, улыбчивые. Вы согласны с этим? Да, я была в очень многих странах. На Западе, на Востоке, в частности, в Америке. Не во всех европейских странах люди улыбчивые. Американцы очень улыбчивые. Англичане не всегда, европейцы не всегда. Физиологически улыбка вызывает радость внутреннюю. Поэтому, если плохое настроение, нужно улыбнуться, и лучше станет внутри. Это психологи доказали. А как вы думаете, почему, например, на Западе люди более позитивные и улыбчивые, чем у нас? Ну, мне кажется, потому что в нашей стране, к сожалению, наша страна не такая, как все остальные. Наша страна немного отсталая, и мы не убираемся, как все другие в Западе. Например, и в одной стране, в Лондоне, есть один такой день, когда все люди и маршрут, транспорт не едет. Люди сами добираются туда, куда им нужно. И это очень круто. Ну, я думаю, всегда говорить друг другу приятные слова и комплименты. И стараться не огорчаться, несмотря ни на что. Хочу пожелать всем людям Кыргызстана, чтобы они чаще улыбались и понимали, для чего им жизнь. А как вы думаете, что можно сделать, чтобы люди улыбались чаще? Изменить мир и повернуть назад. А как еще больше? Радости больше на душе я всем желаю, все. Только так. Киргизстан – это моя родина, я здесь родилась мало. Самая стабильная республика. Сколько в каких местах я только не была. Самая стабильная, самая надежная. Меня всегда сюда тянет. Я сюда каждое лето приезжаю. Есть еще очень удивительный факт. Улыбка всегда заразительна. Когда мы смотрим на искренне улыбающихся людей, нам очень сложно злиться или хмуриться. Именно поэтому, когда мы видим людей, которые смеются, нам хочется улыбаться в ответ. Кроме того, если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, улыбка – это ваше лучшее оружие. А мы хотим пожелать вам чаще улыбаться и чувствовать себя в позитивном настроении.